В рамках фестиваля «Пресса земли Аланхо» будет лекция, посвященная тому, какие трансформации происходят с профессией журналиста сейчас. То есть тема лекции «Журналист как медиадеятель», то есть профессия журналиста выходит за рамки, в общем-то, привычного понимания того, что это просто человек, который производит некие тексты. Журналист становится и общественным деятелем, и модератором собственного творчества, и контент-менеджером, и так далее, и так далее. Вот мы анализируем современные тенденции того, что происходит за рубежом, того, что происходит в России, и то, как это применимо в регионах России, в том числе в Якутии. Ну, собственно, тильда, наверное, подходит для этих целей более всего. То есть на ней можно делать такие вещи, которые, в общем-то, под силу и крупным холдингам, как Саха Медиа, и, в общем-то, и, так сказать, одному человеку, который может и снять, и сфотографировать, и, так сказать, все это оформить. То есть я думаю, что тильда в этом смысле наиболее оптимальное решение. В данном случае, конечно же, главенствует короткий формат, потому что длинные формы, они уместны только в определенных жанрах, например, в лонгридах, да, когда человек настроен на восприятие длинной истории. То есть, как говорит главный редактор BuzzFeed, это американское такое культовое издание, он говорит, прорваться могут либо длинные такие вещи, хорошо сделанные, лонгриды, либо очень короткие. То есть длинные вещи, их достаточно сложно делать, поэтому, конечно же, в повседневной практике и в жизни прорываются именно короткие, очень емкие видео. Пользователь, как правило, он может выдать только какой-то один фрагмент. То есть он что-то снял, да, и вот он выложил, да, и этот, например, собрал какие-то просмотры. Отличие СМИ заключается в том, что оно как раз может собрать некую картину из вот этих фрагментов, да, и выдать это потребителю, то есть пользователю и читателю. То есть, соответственно, задача СМИ на современном этапе, она как раз состоит в том, чтобы из неких фрагментов создать продукт, да, который будет интересен большому количеству людей. Я думаю, на самом деле нет, потому что пользователь, в общем-то, если он нашел одну часть, он обязательно найдет и другую, потому что сейчас, собственно, и наши усилия направлены на то, чтобы медиаграмотность эта, она повышалась, чтобы люди понимали, как работают медиа, как надо искать в интернете. И, в общем-то, это становится повсеместным и для юных людей, и даже для людей пожилых. То есть, грубо говоря, найти что-то на том же YouTube уже не представляется такой как бы, какой-то огромной проблемой. Я думаю, безусловно, будущее как раз за нативной рекламой именно в новостном вещании, то есть различные формы, мимикрия под новостные форматы нативной рекламы, они как раз и будут востребованы в будущем. То есть это как раз будущее. Допустим, тот же самый издательский дом «Аргументы, факты» использует на своем сайте АИФ.ру хорошие примеры нативной рекламы, которые можно увидеть, зайдя на наш сайт. Ну, безусловно, конечно, об этом речь идет, что потребитель, он, в общем-то, начинает выбирать то, что ему ближе, то, что ему ближе именно по духу, идейно, идеологически. И в этом смысле как раз задача творцов этой рекламы так ее подать и так ее составить, чтобы она попала, что называется, в тренд и была востребована большой, ну, большим количеством пользователей, то есть аудиторией.